Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Обряды, музыка, танцы и ремесло – это все часть арт-пространства, и у каждого народа оно самобытно. И всегда найдутся те, кто будет искать связь через наследие. Андрес Крюгер в Татарстан приехал из Финляндии. На этот раз надолго. После его частная галерея в Хельсинки пополнится экспонатами из Поволжья. Чтобы показать, что Финляндия находится не только в европейском контексте. А это наши соседи башкиры. Их арт-пространство может развернуться даже на свадьбе. Традициям тут почет. Расскажут о них и на фольклориаде, которая пройдет в 2020 году. Гостей ждут из 80 стран. Когда встречают невестку в доме жениха, под ноги ей бросают подушку. Доктор социологических наук Якутии делится опытом создания виртуальных музеев. У нас в Якутии в полном бездорожье проживают самобытные древние культуры народов. Не только познакомиться, но и принять участие в создании арт-пространства можно и в Татарстане. И тут уже говорят о мировом признании. Успехи на чемпионате WorldSkills тому подтверждение. Для нас дороги открыты, мы уже выезжаем. Вот мои даже ювелиры участвовали в Австралии по направлению ювелирное дело и заняли 4 место. Татарстан и сам целое арт-пространство, поэтому экскурсии – важная часть саммита. К примеру, благодаря вот таким уникальным объектам наша республика уже более 20 лет сотрудничает с Всемирной организацией ЮНЕСКО. И главная мысль саммита – не закрывать свое арт-пространство. Только в этом году достопримечательности Казани уже увидели более 3 миллионов туристов. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.